В чеченскую столицу съехались известные журналисты из Москвы, российских регионов и других стран. Программа мероприятия очень насыщена. Она включает в себя пленарные заседания, сессии, круглые столы и медиа-мастер-классы. Уже до открытия форума попадаешь в зал, где представлены региональные выставочные экспозиции. Они отражают специфику медийного пространства субъектов СКФО. Ставропольцы рассказывают историю создания своих СМИ. Ставропольский край представляет на этом форуме выставку в концептуальном стиле. Прослеживаются вехи истории создания средств массовой информации в нашем крае. То есть от самых первых источников информации, то есть от газет, и заканчивая современными технологиями. Такие международные форумы, на мой взгляд, они очень важны, потому что люди здесь обмениваются не только своим опытом, делятся информацией, но и, соответственно, учатся у других. Прежде чем приступить опять-таки к работе после форума, наверное, у нас проводится такая небольшая планерка уже с сотрудниками моего отдела, где мы пытаемся, исходя из полученного здесь опыта, применить что-то где-то на своей работе. Больше всего постарались хозяева форума. На стенде чеченских СМИ выставлено современное телевизионное и полиграфическое оборудование, а также творческие материалы. Даже с горной местности оператор может вести прямое включение в течение 2 часов бесперебойно. И мы это уже испробовали, показывали. И сегодня к нам приходят люди из других регионов и просят нас поделиться опытом использования такой аппаратуры. А опыт у нас богатый благодаря руководству нашей республики, кто уделяет нам внимание. Действительно, благодаря Рамзану Ахмадовичу Кадырову у нас телевидение на сегодняшний день является одним из самых современных, оснащенных средств массовой информации, и можно конкурировать с ведущими телеканалами России. Сегодня знаменательный день не только для Чеченской Республики, но для всего юга России и России в целом. Наш стенд представляет наши средства массовой информации Чеченской Республики. Здесь представлена продукция печатная республиканских, районных газет. Также представлена аннотация деятельности электронных средств массовой информации, телевидения, флагмана нашей журналистики ЧГТРК «Грозный», телеканала «Война», телеканала «Путь». Дальше по программе торжественное открытие форума и пленарное заседание. От имени Чеченской Республики журналистов поприветствовал глава правительства Муслим Хучиев. От имени главы Чеченской Республики, герой России Рамзана Ахмадовича Кадырова, рад приветствовать вас в гостеприимной столице Чеченской Республики. Отрадно, что сегодняшний форум очень как раз, как было отмечено, юбилей города Грозного. И по праву можно назвать одним из главных событий, Северо-Кавказского федерального округа. На пленарном заседании, которое проходило в форме живого общения, выступили известные блогеры и телеведущие. Говорили об информационной войне, распространении слухов в интернете и противодействии этим явлениям. Именно мы на себе, мы, Чеченская Республика, очень хорошо испытываем весь негатив, который приносят так называемые фейковые издания, фейковые аккаунты, вообще фейковые ресурсы, которые, не имея никакой регистрации и не отвечая ни за что, сеют между нами раздор, непонимание, ведут откровенно вражескую диверсионную работу в медиапространствах Северного Кавказа, России, да вообще в глобальном смысле. И поэтому сами судите, насколько важно сегодня проведение такого форума, и именно в Чеченской Республике, которая стала центром стабильности, центром развития. Мы например, будем разговаривать достаточно обстоятельно про цифровые СМИ, про то, как цифровые СМИ взаимодействуют с традиционными СМИ. Мы сейчас находимся в такой стадии, которая на первой стадии вот этого симбиоза традиционных СМИ и новых СМИ, цифровых, СММ. Я считаю, это очень здорово, что уже в 6-й раз средства массовой информации Северного Кавказа собираются вместе. Символично, что это происходит здесь, в Грозном, в год 200-летия города. И даже по тому размаху, по тому масштабу, видно, насколько серьезно организаторы со стороны Чеченской Республики подошли к этому. Форум СМИ Северного Кавказа проводится уже в 6-й раз и, несомненно, будет способствовать укреплению статуса и роста профессии журналиста, а также повышению профессионализма работников СМИ. Площадки форума названы в честь известных изданий. Так, к примеру, впервые поднимаемая на съезде тема «Пиар» обсуждается в зале «Кавказ». Он так назван в честь первой газеты на Северном Кавказе, созданной в 1846 году.
Здесь предусмотрено много площадок, где известные мастера охотно делятся с молодежью опытом, идеями, своим видением продвижения перспективных проектов. Хочу поблагодарить организаторов и принимающую сторону в лице главы Республики Чечня, правительства Чеченской Республики за такую возможность объединить современные умы в достижении тех информационных целей, которые ставит современное общество. Такие локальные форумы, объединяющие в рамках федерального округа, это действительно возможность обсудить те проблемы, которые есть вот у этих регионов. Это возможность, может быть, повысить квалификацию, пообщаться с экспертами более высокого уровня. Поэтому такой форум важный и нужный. А то, что он приобрел международный характер, это здорово, это значит, что форум имеет развитие. Также здесь впервые в рамках форума проходят Дни пиар на Кавказе. Курирует проект Российская ассоциация по связям с общественностью. Коллеги из соседних регионов высоко оценили организацию главного медийного события года в СКФО. Конечно, видно, что форум меняется, вкусы меняются, аудитория меняется, настрой профессионального сообщества меняется, и очень важно это все отследить и понять, как дальше работать. Это площадки, которые позволяют нам собраться хотя бы раз в год здесь, на Кавказе, обсудить наши проблемы, специфику, которая здесь присутствует, в отличие от других регионов нашей страны, и объединиться в каких-то направлениях. Делиться опытом, конечно, в первую очередь. Форум будет длиться 2 дня. За это время журналисты смогут не только обменяться опытом, но и посетить достопримечательности Чеченской Республики. И то, что форум с каждым годом расширяет свою географию и количество гостей, говорит о востребованности подобных встреч. Хадижат Гугуева, Ахмед Джибраилов, Руслан Яхьяев, Хаважи Мунаев и Анди Алдамов. Новости.